то что удивлены были, шокированы, скажем так. Я была очень сильно удивлена тому, что я думала, что это где-то есть. У нас в Казахстане такого нет. Успехов и всевозможных историй очень много. Қайырлы күн, құрметті Жұлдызай көрермендері, сіздермен Жұлдызай подкасты және бүгін қонақта бізде Бәй Жұлдызай корпоративтік қорының директоры Гүлхан Исабаева. Гүлхан, добрый день. Как ваши дела? Жақсы. Қош келдіңіз подкастымызға. Рахмет. Мы здесь разговариваем о добре, о благотворительности, как вообще благотворительность влияет на людей, как меняет их жизни. И просим вас рассказать, как вы вообще пришли в эту сферу, как вы начали заниматься благотворительностью и так далее. Да, интересный, конечно, вопрос, да. Благотворительность я пришла, наверное, случайно, если так вспоминать. Это было более 25 лет тому назад. Действительно, это было случайно. Мы тогда решили о том, что мы будем заниматься благотворительностью. И мы выбрали тогда, тоже чисто случайно, мы оказались вот именно в детском доме, который сейчас также и находится, но в конечной 9-го автобуса, скажем так, да, это детский дом для особенных деток. И вот на протяжении уже более 20 лет мы помогаем этому детскому дому. И первый раз, придя туда, увидев этих детей, мы были очень сильно поражены, что есть такие дети, потому что, честно, я не знала, что есть такие заведения и что есть такие дети, что в таком количестве, да, что есть такие дети. Не сталкивалась это, да, вот именно с такими детьми, именно в одном заведении, увидев такое большое количество детей. И после этого, поговорив с директором детского дома, да, в чем нуждаются дети, нам хотелось им помочь. И после этого, поговорив с ними о том, что бы хотели, у нас вот возник тогда проект именно День именинника. Мы спросили у детей, чтобы они хотели получить на дне рождения, потому что, поговорив с директором детского дома, как они справляют свои дни рождения, мы все прекрасно понимаем, да, мы все любим, все дети, естественно, любят и ждут свой день рождения, ждут какие-то подарки на свои день рождения. Мы тогда спросили, как они отмечают дни рождения своим деткам, какие они получают подарки, и были очень сильно тогда удивлены тому, что не то что удивлены, были шокированы, скажем так, что если у кого-то там, у ребенка день рождения там в одной группе, то у них там есть свои какие-то игрушки, мягкие игрушки, они берут, дарят этому ребенку. Если в следующем месяце день рождения у другого ребенка, они эту же игрушку берут и передаривают уже другому ребенку. То, естественно, мы сказали о том, что вот мы подошли к каждому ребенку, у которого было там в следующем месяце день рождения, подошли к ребенку и начали спрашивать, что бы ты хотел получить на свое день рождения. Естественно, дети что хотят на день рождения? Девочки куклы, мальчики там машинки. И в следующем месяце мы пришли с этими подарками и были очень сильно удивлены тому, что дети сделали нам такой небольшой концерт, где они пели, танцевали. И для нас это тоже было очень удивительно тому, насколько эти дети были талантливы. И вот, наверное, оттуда, и когда вот опять, я говорю, в продолжение того, что мы начали когда с ними разговаривать и говорить о том, что где вы выступаете, кто видит вот эти ваши выступления, кто перед кем, да, кто ваши зрители, перед кем вы выступаете, и тогда сказали, что нет, мы выступаем сами, вот между собой, вот воспитатели сами обучают детей, и только вот сами для себя, если вот так же вот как в гости кто-то приходит, только вот мы показываем им свое творчество. И после этого, соответственно, у нас вот возникло такое вот желание, начали изучать, сколько таких детских домов, учреждений, коррекционных школ, вот именно по всему Казахстану. И тогда в 2005 году мы собрали вот первый наш региональный северный регион и сделали тогда первый региональный республиканский, скажем так, фестиваль детского творчества именно для особенных детей. Что стало поворотным моментом в вашей деятельности? То, что вы начали задумываться, всерьез заниматься благотворительностью. То есть это же в первый раз это была как бы адресная помощь именно детскому дому.
а это потом переросло в нечто большее. Вот какой момент был поворотным? То, что видя какое количество детей, что есть такое большое количество детей, плюс то, что дети очень талантливые, и плюс то, что они закрыты вот в своих учреждениях, там, скажем так, да, плюс еще дети, которые находятся в семьях, что они не ходят никуда, да, скажем, не выступают на каких-то площадках, и их не видят, что у них они очень талантливы, и большая часть для меня, даже для самой, я говорю, ты вроде бы выезжая куда-то, да, я говорю, за рубеж, там, первый раз, когда я выехала, скажем, какое-то время, что выехав, увидев какое-то большое количество, да, вот там детей на колясках, там, Дауна детей, да, ну, всевозможными заболеваниями, я была очень сильно удивлена тому, что я думала, что это где-то есть, у нас в Казахстане такого нет, у нас нету такого количества детей, у нас нету таких людей. Но потом, когда я уже оказалась в детском доме, когда увидела так детей, я поняла о том, что вот дети вот просто сидят в учреждениях, они в домах, потому что им некуда пойти, им негде реализовывать свои таланты, скажем так. И после этого, соответственно, вот мы захотелось все-таки организовать этот вот фестиваль, и где на одной площадке собрать такое большое количество детей и показать, чтобы дети между собой сблизились, дружились, и понимали о том, что они не одни, что они есть, и чтобы они открывались, и это была большая поддержка и для родителей, и это же их обучают, скажем так, уже педагоги, чтобы и педагоги могли понимать, что их обучение приносит свои плоды. Вот это вот было, наверное, таким переломным моментом. Но сейчас Жылдза — это не только фестиваль и не только День именинника. Да, сейчас, ну, естественно, да, это был День именинника, скажем, вот один проект вытекает, из одного проекта вытекает следующий проект, это был День именинника, оттуда произошел вот фестиваль. Не все дети, скажем так, талантливы, не все дети могут в плане того, что творческие, не все могут петь, танцевать. Естественно, выезжая там по регионам, разговаривая с детьми, и дети начали говорить: мы сильны в спорте. Почему бы мы бы хотели бы участвовать в спорте? Ну и после этого у нас, естественно, мы подумали о том, что да, действительно, давайте мы посмотрим. И оттуда вышел следующий наш проект, это Спартакиада, да, который на сегодняшний день тоже сплотила очень большое количество детей. И я говорю, там колоссальная разница между творческими детьми и спортивными детьми. Для нас это тоже, да, для нас это тоже было большим таким открытием, потому что дети творческие, которых вот мы там, когда они приезжают, мы за ними ходим, они такие же, ну, действительно творческие дети. А здесь спортивные, вот именно, это же такая дисциплина. Если им сказали в 9, они уже стоят в 9 часов. Если им сказали, там, им не нужны какие-то экскурсии, не нужны какие-то, там, я не знаю, какая-то развлекательная программа, им нужны вот только тренировки, и им действительно нужны результаты, и они такие все заряжены. Это вот совсем разная история, поэтому мы тоже, когда с этим первый раз столкнулись, для нас это было тоже очень-очень такой большой, колоссальный опыт, скажем так. Мы это совсем разные дети, но тем не менее тоже это очень здорово и это очень классно. Также Жылдза поддерживает медицинскую часть, то есть это дети, которые нуждаются в реабилитации, в операциях и так далее. Да, ну вот на протяжении всей вот этой вот деятельности, это с самого начала, как бы это происходило, День именинника, ну и, соответственно, очень много, когда мы уже начали заниматься благотворительностью, очень много всевозможных писем, где люди, родители обращались к нам за помощью выделения средств, да, для того, чтобы вывозить детей вот именно за рубеж, чтобы делать какие-то операции, всевозможные операции, именно которые не проводятся у нас. Мы давали деньги, у нас были опыты, мы давали деньги, у нас был такой опыт того, что отправляли детей, соответственно, он же в сопровождении, они уезжали. И вот один из таких случаев, скажем так, что мы отправили ребенка, они уехали, и приехав сюда, через какое-то время у него было осложнение. Соответственно, куда они обращаются уже здесь у нас в Казахстане, они обратились в свою же больницу здесь у нас, и тогда наши врачи развели руками о том, что, извините, мы не знаем, какой был ход операции, что было сделано. Соответственно, пришлось еще раз собрать деньги, средства и отправить их второй раз туда же, где они делали операцию.
И просто после этого случая мы вот сели и подумали о том, что почему бы нам, наверное, все-таки не приглашать, начать приглашать зарубежных специалистов и делать сюда, в Казахстан, и начать делать операции именно на базе наших больниц. Во-первых, это мы экономим большое, огромное количество денег, это одно. Плюс еще дети не получают такого, скажем, стресса, это все-таки перелеты, проживание, новая там, страна, новая новое страна, место. да, плюс еще здесь это все-таки здесь у себя дома, это одно, и плюс еще то, что наши врачи, они здесь обучаются, и обучается тут не один врач, обучается целый большой, потому что проходят мастер-классы. И, в принципе, вот уже на протяжении более 10 лет, и у нас вот первый раз, у нас в 2013 году мы пригласили первого врача, и у нас, в принципе, получилось. И вот на сегодняшний день мы уже сделали очень огромное количество операций и пригласили большое количество, и приглашаем на сегодняшний день очень большое количество врачей. Поэтому я думаю, что это вот тоже один из уникальных таких наших проектов. Но скажу так, что это понятно, что это не всегда было, так скажем так, гладко и хорошо, да. Вначале был у нас там, скажем, есть такое, у меня сейчас вспоминаю о том, что был опыт и негативный опыт в плане того, что мы, когда родители писали там письма, вот именно с обращениями, мы проверяем эти обращения. Был один из таких опытов, когда, я помню, это только в самом начале, мы молодые, мы не знали, да, пришла вот, я помню очень хорошо, до сих пор это хорошо, этот случай так помню, пришла бабушка с фотографией своего внука о том, что вот у нее этот внук, и вот он с диагнозом таким тяжелым, и ей нужно вести этого ребенка, внука, типа там, что вот дети не могут ходить, вот, ну, ее дети просить за этого внука. Столько всего было сказано. Ну, естественно, понятное дело, когда ты видишь такая фотография ребенка, 4-5 лет, мальчика, я хорошо помню. Здесь вот он по Ташенова, я даже адрес сейчас, ну, я помню. И мы тогда оказали ей помощь. Мы оказали ей помощь, она просила тогда очень такую хорошую сумму, мы оказали ей эту помощь. И у меня осталось это заявление, осталось это письмо, и через какое-то определенное время у меня прям было такое желание, думаю, дай-ка я схожу все-таки туда, по этому адресу, и, ну, думаю, проведу я этого ребенка, они должны были уже съездить, приехать, что там и как. И я поехала по этому адресу и прихожу, звоню в дверь, мне открывают дверь, я захожу, я вижу, когда этого ребенка, для меня это было вот шок. Выбегает мальчишка, потому что я видела его абсолютно на фотографиях, здоровый. абсолютно здоровый, выбегает, разговаривает, бежит и открывает, ну, его мама. Я, когда вот увидела, я вот первый, наверное, у меня был ступор, я не могла ничего сказать, потому что она такая, ну и сама мама такая, что случилось, вы кто? И потом мама вот, не в курсе? Мама была не в курсе, да, молодая мама, вот, ну, ребенку лет 5. Ну, я ей когда объяснила, показала ей, ну, тогда выяснила о том, что вот бабушка зарабатывает такими вещами, она говорит, ну, мы знаем, что у нас мама нет, периодически такие вещи делает. И после этого мы тогда очень строго стали относиться к таким заявлениям, к этим письмам. После этого, если к нам кто-то обращался, я потом уже тогда лично сама ходила по этим адресам, мы прям проверяли, перепроверяли. Ну, наверное, это должно было быть, должно было, наверное, это случиться. После этого, получается, и заявления начали? Да, и заявления. Мы до сих пор принимаем, конечно, и заявления, да, но мы проверяем, мы перепроверяем, действительно ли это, хотя бы это и для материальной помощи, для чего бы это ни было, мы проверяем, если этот ребенок, действительно ли он нуждается, мы проверяем справки. Я говорю, это было просто в самом начале нашей деятельности. Ну и хорошо, поэтому наверное, мы не что было знали, да, поэтому мы не знали, как это должно быть, что это должно быть. Наверное, это было, ну, это был опыт, это действительно был хороший опыт. А вы вначале думали, что фонд разрастется до таких масштабов? То, что такой будет охват детей, то, что такие будут мероприятия, такие проекты? Ну, наверное, нет. Как обычно, наверное, ну, я не знаю, наверное, скорее всего, нет. Потому что, я говорю, степ-бай-степ, когда ты идешь потихонечку, ну, больших масштабов, да. Наверное, я не думала о том, что будет таких больших масштабов, потому что в самом начале, я говорю, мы когда только начали вот с одного детского дома, потом, когда мы поняли, сколько таких детей в Казахстане,
начали когда их объединять. Наш самый первый фестиваль, он объединил только 74 ребенка. На сегодняшний день мы объединяем более 10 тысяч детей. Да, и через наш фестиваль прошло колоссальное количество детей, плюс еще спартакиада. Успехов и всевозможных историй очень много, да, и не только мы гордимся вот именно успешными, да, что вот каждый ребенок уникален, каждый ребенок уникален. Он от того, что вот он пришел, прикоснулся к фестивалю, да, к творчеству, он пришел, увидел, но и сам факт того, что он уже понял, что он не один. И есть люди, которые есть помогут. люди, да, что родители даже вот для них это очень важно, да, что есть такое, что вот, что их ребенок не один, что действительно есть поддержка. И сейчас уже на протяжении вот более 20 лет вот все равно вот мир меняется, и мы все меняемся. Мы показываем детей в прямом эфире. Уже все равно все относятся по-другому к особенным. Отношения совсем уже сейчас по-другому. Я думаю, что и дальше будет совсем по-другому. Как поменялась вообще сфера благотворительности вот в 2004 году и в 2025 году? Но сейчас и фондов стало больше, скажем так, да, кто и помогает, и меценатов стало больше, и людей, и волонтеров сейчас стало больше, кто помогает, да, скажем так. И даже у нас, вот если так посмотреть по фонду, у нас сейчас и детей, дети, которые там, мы берем даже волонтеров, если раньше мы искали волонтеров, для нас это было, скажем так, проблематично найти волонтеров. Да? Сейчас они сами к нам бегут, дети, которым там 15+, 14+, и готовы помогать быть волонтерами. Если мы говорим, действительно, если раньше мы искали, это были взрослые люди, сейчас уже практически подростки, и которые вот прям дружат с нашими детьми. Я знаю о том, что вот они поддерживают дальше отношения с этими детьми. Да. И вот они совсем вот после, вот даже в течение, скажем, там недели того пребывания с детьми, совместного пребывания с детьми, насколько они меняются. Даже когда подходят и говорят «спасибо вам большое», да, мы начинают учить язык жестов. Да, вот я говорю, даже вот мой ребенок, который вот в прошлом году, вот у меня дочь в прошлом году вот была волонтером, в этом году, и она уже, ей интересно, она стала, я смотрю о том, что вот она прям сидит и учит язык жестов. Для нее это стало интересно, мама. И вот она смотрит какие-то фильмы с участием детей. Вот в любом случае проявляет этот интерес. И я понимаю о том, что это все равно, это уже другие дети. Это воспитание. Это воспитание, да. И я знаю о том, что вот в этом году она уже привлекла там других детей, там, одноклассников, подтягивает других детей, да, и уже это очень классно, это очень здорово. Поэтому даже про то, что это же вот благотворительность, это же не только про деньги. Почему-то все всегда считают о том, что, наверное, что благотворительность должна быть только с деньгами связана. Это же не только с деньгами, это же даже вот доброе слово, скажем, да, участие. Вот мы, например, большую часть вот именно во время фестиваля, во время спартакиады нам нужны руки, да, скажем так, чтобы помочь, что-то сделать. В этом тоже очень большой плюс. Были ли моменты, когда вы почувствовали, что ваши действия по-настоящему меняют чью-то жизнь? И если есть какие-то истории, тоже можете рассказать. Да, историй, наверное, очень много, да, скажем, действительно, да, на протяжении более 20 лет историй много, да, историй много, но вот я говорю, до сих пор у меня очень такая большая история, и вот она, есть какие-то истории, которые действительно западают тебе в душу, и ты их очень долго помнишь, и всегда. Есть одна из историй таких, я уже не помню, в каком это году было, но у нас была такая группа, это дети из Кызылорды, приезжали они у нас, их было где-то 6-8, группа детей, это танцевальная группа, дети там, тоже с диагнозами у нас детки были, они были, где-то им лет 10-12, такой вот возраст, мы были как раз в это время. Они приезжали сюда, но мы отдыхали в Балдаурине, здесь в Щучинске. И в вечернее время у нас там днем свои какие-то мероприятия, а вечером мы собираем, у нас вроде там была что-то дискотека вот такая вот для детей. И в тот день мы пригласили аниматоров. Аниматоры были у нас, аниматоров пригласили миньонов. Вот из мультфильма были миньоны. И я помню хорошо, как раз у нас что-то днем какое-то было активити, и вот вечером я захожу в зал, и пока потихонечку дети собираются,
Я зашла, мы стоим, и в это время вот, ну, дети маленькими группами, только кто-то заходит, и вот они стоят, и зашли миньоны. И вот я со стороны помню, хорошо вот их стою и наблюдаю. И для детей это вот глаза детей, и вот для них, ну это же персонажи с мультфильма, да, миньоны. Ну, естественно, миньоны это люди, которые вот переодетые, да, скажем, там, в этих костюмах. И глаза детей — это миньоны. Для них это вот их взгляд, вот это вот Шоковая терапия. Шоковая терапия. Естественно, миньоны, они такие маленькие, миленькие, смешные такие. К ним миньоны подошли, такие, с ними начали танцевать, такая вот музыка. Они с ними танцуют. И тут миньоны начали, вот у них маски и вот эти вот очки, у них же такие же, то с двумя глазами, да, вот то с одним вот этим вот, типа глазом очки. Они начали снимать эти очки, снимают и им дают. И я вот тогда еще это заметила. Обычно же там дети наши что-то начинают, типа я одену и больше тебе не дам. Тут они так один одел, такой померил, снимает так аккуратно, передает ее другому ребенку. Тот опять на себя одевает, и тоже без крика, без какого-то там шума. Воспитатель, их, вот этот преподаватель стоит тоже так в сторонке. Мы стоим такие друг на друга, смотрим такие, улыбаемся и думаем, ну что же произойдет дальше. Вот это все, вот дети не разговаривают. Ну, в плане того, что дети не говорящие были. И вот это вот все это происходит, вот они вот 2-3 часа вот эта вся эта история происходит, но потом, естественно, миньоны по залу передвигаются со всеми детьми, но вот дети вот всю дорогу были в таком вот в шоковом состоянии. Ладно, это все, вот, ну, вся эта дискотека, все это закончилось, все. И уже все уже ушли по номерам, все отдыхать. На следующее утро, утром часов к 8, такой звонок, телефон. Звонит преподаватель, мне звонит и такая говорит, хотите, я вам что-то скажу? Я говорю, что случилось? Да, что случилось? Ну, естественно, да, конечно, это паника, 300 детей, это же ответственность такая. Что случилось? Все ли хорошо, да, артишпа? Она говорит, да. Только знаете что, говорит, мы пришли ночью, ну, вечер уже пришли, после мероприятия пришли, все, я их хочу в комнату положить, говорит, у них шок, я их не могу, говорит, уложить. Они такие возбужденные дети. И тут начинают они говорить. Вот это вот их первое слово, типа «улар кельда». Я говорит, не могу понять, я на них смотрю, говорит, это дети, которые не говорят. Я говорит, на них смотрю, говорит, «кым кельда». И говорит, еще, во-первых, сама говорит, начинаю с ними говорить. И что, сама не понимает, сама что не происходит, понимаю, да? что. И потом до меня начинает доходить о том, что вот это дети, что вот увидели, понимаю, говорит, про кого они говорят. И она говорит, и меня, говорит, всю ночь вот это вот я с ними. Мы, естественно, ну, вот с утра вот дети, вот я помню, тогда вот мы их записывали, тогда вот тут кто. И после этого дети начали разговаривать, начали говорить. Я помню, мы уже потом приехали сюда в Астану, потому что у нас здесь проходил гала-концерт. Брали у них интервью, звонили их родителям. Для родителей тоже это был такой шок, типа в смысле они начали говорить. И дети, которые молчали, у них вот прям, я не знаю, столько был такой поток информации, они начали говорить про то, что вот они вот, ну, видели же все вокруг, начали делиться вот этой информацией потихонечку, потихонечку. Насколько это была такая шоковая терапия. И я помню, отсюда они уже уехали, их там встречали там, с красной дорожкой. Для родителей это было, вот это было что-то одно из нечто. Я говорю, это вот одна, наверное, из таких больших историй. Историй много. Историй много, я говорю, это вот в плане там фестиваля. История есть даже вот по спартакиаде, скажем так, что участвовал в спартакиаде, в одной из спартакиад, видел там девочку, понравились они друг другу, да, начали там переписываться, что уже вот переписывались, где после спартакиады они решили там поступить в университет, отучились, и даже сейчас на данный момент они работают тренерами, да, скажем так, вдвоем, и сейчас я знаю о том, что вот они уже там хотят пожениться, уже даже, скажем так, будет такая своя семья, это одно. По операциям тоже вот одна из таких историй. Это здесь было у нас в Астане, один из наших сотрудников, ну, вот, у себя в квартире там увидел просто в окне девочку, маму с девочкой, которые гуляли во дворе. Ну, он понял о том, что девочка там ДЦП. И вот просто вот увидев ее, он как бы спустился, сказал ей, у нас есть фонд, который помогает вот именно особенным деткам. И мы делаем операции. Я знаю, что они делают операции, привозят врачей. Я не знаю, что поможет ли он вам. Какие делают операции, я не знаю.
но вот вам телефон, вы обратитесь. Просто я вижу, все дети бегают, а ваша девочка сидит. Пожалуйста, ну, типа, вот, если поможет, это будет здорово, если нет, ну, типа, хотя бы как-то так. И мама обратилась к нам, и мы сделали ей операцию, девочка пошла. И что самое интересное, когда она узнала о том, кого мы привозим. Это был врач был из Израиля, а она сама была в шоке от того, что потому что к этому врачу она писала ему, и она понимала о том, что она говорит, я к нему никогда бы не попала. Потому что к нему, во-первых, это и запись, это одно, это плюс это было очень дорого. Финансы, и да. финансы. И вот. Она Ну, это бесплатно разве не, да. ну, это Не разве чудо, не да? чудо, скажем так. Я знаю, эта девочка у нас сейчас ходит на реабилитацию. Да, в она наш ходит, да, и центр. продолжает ходить на Да, реабилитацию. классно. И таких историй очень много. Вот одно из то, что у нас есть, было там и трио сад у нас, да, вот шымкентский, и очень много вот после фестиваля детей, которые Начали заниматься музыкой начали дальше. заниматься музыкой и Творчеством. продолжают заниматься музыкой. Записались, там, скажем, в музыкальные школы и поступили где-то в университеты, где-то в колледжи, находят свои профессии. У нас вот именно цель фестиваля и цель вот самого фонда — это не в том, чтобы, я не знаю, не дать рыбу, а вот именно дать, как мы говорим, о том, чтобы дать удочку ребенку, для того, чтобы он дальше научился ловить эту рыбу, скажем так. А чему вас научила благотворительность как человека? Как она изменила вас? Ну, во-первых, наверное, ценить то, что ты имеешь, быть щедрым, быть внимательным не только к себе, да, к своим близким, но и к своему окружению. А еще какие-нибудь интересные истории можете рассказать? Именно по фонду. Да. Как вы узнаете, что человек ваш и разделяет вот миссию фонда? Ну, на протяжении 20 лет, да, более 20 лет фонду, люди приходят и уходят, скажем так, да. Но как-то я думаю о том, что когда человек приходит в благотворительность, он понимает изначально, да, что куда он приходит. Во-первых, мы же говорим о том, чем занимается фонд, да. А для кого-то, наверное, с первого начала, может быть, они не понимают о том, да, что это благотворительность, именно с какими детьми он будет работать. Вначале это может быть немножко так, как бы такая, Сложновато. да, сложновато. Но вот на протяжении вот сколько времени мы работаем, такого о том, что вот люди уходили там через месяц или через 2, я не могу работать, это для меня там сложно, такого не было. Но уходят, да, уходят, конечно, потому что хотят расти, хотят дальше, уходят в какие-то свои идеи, открывают свои какие-то там бизнесы, какие-то свои дела. Но я всегда говорю о том, что если человек один раз уже прикоснулся к фонду, да, к благотворительности, он все равно с собой в сердце уносит эту частичку, да, и он все равно вернется. Он вернется, пусть не к нам в фонд, он в любом случае он уже это унес, и это добро он все равно будет нести. И это будет в любом случае, это в его сердце. И на самом деле это так и есть. И действительно люди возвращаются. Даже те же сотрудники, которые работают, скажем так, в компании, отправляя там какую-то часть своей заработной платы, уходя в другие компании, они же к нам возвращаются. Не перестают помогать. Да, даже тот же проект, который у нас есть ежегодно, это «Елка добра», «Елка желаний», который мы делаем в декабре, в канун Нового года. Очень много сотрудников, которых уже ушли, но тем не менее в своих же компаниях они организовывают, да, и потом звонят нам и говорят: дайте нам, пожалуйста, письма, мы же помним, что мы делали, что у нас есть такая акция, дайте нам, пожалуйста, такое количество писем, мы хотим исполнить желания этих детей. И это же здорово, это же классно. И перед 1 сентября, кстати, тоже. Да, вот сейчас вот 1 сентября будет дорога в школу. И я знаю о том, что тоже большое количество детей придут, просто у нас адресно заберут и будут помогать им. Это же классно. Да, очень классно. Вот это и здорово. Поэтому о том, что сказать, что твой это человек или не твой человек. А вы верите вообще в эффект бумеранга добра? И были ли какие-то ситуации, связанные с этим? То, что ты делаешь добро, и оно к тебе возвращается. Ну, я думаю, что может это видно, может это не видно. Я думаю о том, что в любом случае, конечно, это добро возвращается.
Может быть, это не сейчас, может быть, это через какое-то поколение, может, это будет детям. Но тем не менее, я не знаю, но я думаю, что вот люди, кто делает добро, он же не думает о том, чтобы это сейчас и чтобы это вернулось. Если ты его делаешь искренне, если ты его действительно делаешь, ты же его делаешь. Не прося ничего взамен. Не прося ничего взамен. Ну как вот можно делать и думать о том, что типа я делаю, а это мне вернется или не вернется, да? Но если это так делает, то я не думаю, что вот каждый человек, кто делает добро, он думает с какой-то там мыслью, это вернется ко мне или нет. А как вы видите фонд через 5-10 лет? Ну, проектов очень много. Желаний, проектов очень много. Мы сами себе ставим планку и рвемся к ней. Да, которые мы сами ставим, действительно, к которым мы идем. Проектов очень много, желаний очень много. Но я думаю, что они все исполнимы. Более, и поэтому говорить не буду, какие есть планы. Секрет, да? Секреты, да. Но тем не менее, это все связано с детьми, с особенными детьми. Поэтому я думаю, что какими мы будем через 5, через 10 лет, ну, я думаю, что мы будем большими. Я думаю, что мы будем также помогать нашим детям, чтобы они были такими же уверенными. Самое главное, чтобы они были уверенными и чтобы они нашли свою дорогу, чтобы они были такими же гражданами, как мы говорим про то, что это инклюзивное общество. И они были действительно достойными гражданами нашего Казахстана, чтобы мы были равными. А как фонд меняет наше общество? Наше общество, может, медицину, может, творческую сферу, спортивную сферу. Вот недавно у нас начался новый проект. Мы начали делать по программе Мумкындык эндопротезы детям. То есть до этого времени для детей это вообще было какое-то невыполнимая операция, а сейчас это уже стало реальностью, и уже 4 ребенка уже получили эти операции. Да, эндопротезирование — это для детей, скажем так, подростков, которых 16-18 лет. Не только эндопротезы, это еще штифты мы делаем для детей. Да, штифты — это чуть и помладше детям, но вот именно про эндопротезирование. Проект был, вот в этом году мы его только запустили. И самое интересное такое событие того, что эти дети, которым вот мы первыми сделали в этом году, вот в феврале месяце, это 16-летний, 17-летним мальчишкам, я знаю, первым двоим, которым сделали, уже 4 детей. На этот год мы 10 детей ставили. До конца года мы должны их сделать. Но я знаю о том, что самая колоссальная и большая, наверное, победа в том, что через год детям снимут инвалидность. Это самая большая, большой результат. Это большой результат. Когда мне сказали о том, когда им сделали там через определенное время, я их когда вот увидела о том, что вот они пошли, и там, через 2 месяца они приехали там, ну и дальше там свои вот эти обследования, я их когда увидела, я когда с ними встречалась, ну, я понимаю, что это насколько меняется жизнь этих детей. Да. С ними родители, слезы родителей, да, радость, слезы, их слова благодарности. Как только что вы сказали о том, да, вот как вы думаете, да, вернется ли вам это добро там или еще что-то. Но ты когда видишь, тем более мы с этим сталкиваемся каждый день, практически каждый час, каждый день, когда ты видишь в реабилитационных центрах, когда приходят, когда тебе звонят за советом, что-то просто позвонить, спрашивают, и ты сталкиваешься с родителями, с детьми, и вот когда мне, вот, я грубо там через 2-3 месяца сказали о том, что вы знаете о том, что через год мы снимем инвалидность, но вот это я понимаю о том, что это большая, огромная победа. А что такое благотворительность? И что такое добро для вас? Я знаю, что наш такой большой наш лозунг, да, который вот, скажем так, мы вот сидели, скажем, ну, с командой, да, и думали про то, что же это все-таки добро. Добро действительно это стиль, да, это уже такой стиль жизни, про то, что это вот, ну, говорим мы про него или не говорим, кто-то молча мы это делаем, да, но это действительно, это быть, сейчас, наверное, делать добро, это действительно это стильно, да, выглядеть стильно, я не знаю, как-то это такое, как-то заезженное, не заезженное слово, но тем не менее стильно, действительно это стиль жизни.
И что такое благотворительность для вас? Что такое понимание благотворительности? Ну, это, наверное, когда больше, когда твои дела говорят, наверное, за тебя, чем твои слова, наверное, да? Дела, наверное, Они больше, да, смысла имеют. Да, имеют, наверное, больше, чем твои громкие слова. Я так думаю. Классно. Спасибо вам большое за участие, за ваши истории. Мне кажется, всем было интересно. Подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие выпуски и ставьте лайки.